Ахад Саид, мэр уезда Яркент, который просил китайских солдат не стрелять во время столкновений 28 июля 2014 года, приговорен к 20 годам тюремного заключения. Согласно документам, Саид был обвинен по 2 пунктам в убийстве за свое неоднозначное поведение в день инцидента и за защиту террористов. Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что Ахад Саид продолжал носить этнические рубашки в соответствии с уйгурскими обычаями, было расценено как акт подстрекательства к этническому сепаратизму. Сотрудник полицейского комплекса Кашгарской тюрьмы подтвердил, что бывший чиновник был приговорен к 20 годам лишения свободы. Президент Всемирного уйгурского конгресса Далкун Иса объявил в социальных сетях о том, что он временно сложил в себя полномочия президента конгресса. Причиной такого решения стали обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Далкуна Исы и споры вокруг этих обвинений. Для обеспечения справедливого процесса расследования Всемирный уйгурский конгресс назначил независимую следственную группу, имеющую опыт и квалификацию в рассмотрении подобных инцидентов. 8-я Генеральная ассамблея и выборы Всемирного уйгурского конгресса состоятся в октябре этого года. В ходе недавних выборов, прошедших в разных частях мира, 170 представителей были избраны для участия в 8-м конгрессе. Саудовская Аравия пришла на помощь Китаю, который оказался в экономическом кризисе. Государственный инвестиционный фонд Саудовская Аравия подписал соглашение на $1 миллиард с 6 крупнейшими финансовыми институтами Китая. Соглашение охватывает сумму в 1,5 раза превышающую поток иностранного капитала, напрямую инвестированного в Китай в 2023 году. Согласно заявлению Саудовской Аравии, соглашение было заключено с сельскохозяйственным банком Китая, Центральным банком Китая, Строительным банком Китая, Китайской корпорацией страхования экспорта и кредитов, Экспортно-импортным банком Китая и Промышленно-коммерческим банком Китая. Министр иностранных дел Кыргызской республики Жээнбек Кулубаев отметил, что в ближайшие месяцы ожидается завершение делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Заявив, что 90% кыргызско-таджикской государственной границы уже демаркировано, Кулубаев сказал: рабочие группы собираются каждую неделю, межправительственная комиссия заседает 1 неделю в Кыргызстане и 1 неделю в Таджикистане. Остались некоторые моменты, которые мы сейчас согласовываем. Есть понимание со стороны глав государств, которые поручают нам решить пограничную проблему в ближайшее время. И я думаю, что в ближайшие месяцы проблема будет решена. Валдис Домбровскис, член Европейской комиссии, отвечающий за торговлю, заявил британской деловой газете Financial Times, что страны Европейского Союза готовы поддержать введение тарифов на китайские электромобили. Очевидно, что государства-члены осознают необходимость защиты автомобильной промышленности ЕС, поскольку существует риск ущерба, сказал Домбровскис. В начале июля ЕС принял решение о введении временных таможенных пошлин в размере от 17 до 37% на электромобили, произведенные в Китае. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Астане с вице-президентом Узбекистана Саидой Мирзиёевой. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многостороннего партнерства между двумя странами, сообщает 5 августа 2024 года официальный государственный сайт Казахстана «Аккорда». Согласно сообщению, на встрече обсуждалось укрепление взаимовыгодного сотрудничества в области информационно-идеологической, культурно-гуманитарной, образовательной и молодежной политики.